Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки под видео, за ваши подписки и за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какой мужчина на пороге? Перспективы и описание этого человека. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какой мужчина у меня на пороге? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какой мужчина у вас на пороге. Его описание попросим у высших сил и посмотрим на перспективы ваших с ним отношений, что же вас ждет. Так, ну что, рисунок крупный получился, это уже хорошо. Может быть, особых подробностей и не получится, но тем не менее по факту, да, пойдем прямо по факту. Какой мужчина на пороге? Мужчина умный, мужчина состоявшийся, мужчина реализованный, мужчина опытный, мужчина, который ищет любви, мужчина, который ищет отношений, не просто так, да, по нижним чакрам пробежались и расстались, а именно конкретных серьезных отношений. Конечно же, ему нужна страсть, конечно же, ему нужны эмоции, но больше всего этот человек ценит другие качества. Здесь важна ваша хозяйственность, здесь важны ваши качества, знаете, как умение себя подать, умение быть тактичной, умение выглядеть превосходно, быть не кичливой, а наоборот вот скромной какой-то, естественной, не наигранной. То есть этот человек, вот он, не знаю, он в каких-то кругах общается, там, где очень много женщин, которые, вот знаете, вот они такие играют, ищут себе такие, знаете, хищницы, ищут себе там мужичков побогаче, чтобы там устроиться и жить припеваючи. Вот его эта категория женщин просто бесит. Ему это не нравится. Вот он их насквозь видит, да, вот прям считывает на раз, два, три. И он с такими женщинами очень жестоко играет, да, вот какие-то прям, ну как приманивает такую женщину, потом ее жестко отшивает. Вот, кстати, нажил себе он, кстати, много таких вот обид со стороны таких женщин, но опять же таки, да, ну это его, скажем так, развлечение, да, хобби. Что касается того, какую женщину он ищет. Женщину вот похожую на вас. Почему он к вам приблизится, да? Почему он на вас залипнет? Да потому что вы соответствуете его каким-то поискам, его идеалам, его настроениям. А вы для него вот прям образец какой-то там чистоты, искренности, обаяния, привлекательности, ума, женского ума. Вот не скрою, он будет восхищаться вашими умственными способностями. Плюс вы как-то разговариваете интересно, вы умеете оперировать словами, причем вы как-то, я не знаю, какие-то интересные связки делаете. У вас разговор, он, смотрите, вот есть слова, да, вот какие-то слова там печатные, есть там жаргон, есть там какие-то умные слова, и вы как будто бы все это в себе умеете соединить, и ваша речь, она какая-то уникальная. То есть вас хочется слушать и слушать. То есть вот спич какой-то у вас необычный идет. И это вот именно какая-то особенность ваша черта. Вот он будет поражен этой особенностью. Ему настолько будет интересно вас слушать, что вы будете думать, ну, нормальный вообще человек, ты чего там от меня хочешь, да, все время там какие-то вопросы, да, задаешь, чтобы я там побольше поговорила. Вот он будет вас реально слушать, очень ему понравится, умиляться будет от того, что он будет слышать. Потому что, ну, не было, вот вы уникальная для него, не было у него таких женщин, которые вот выглядят так хорошо, которые умеют так правильно общаться, которые, ну, простые, понимаете, простые, естественные. Для него это вот, не знаю, может быть, воспоминания о маме, либо о
бабушки. То есть с кем-то это будет вот ассоциация проходить. Но ревновать не стоит, наоборот, это вот как, знаете, в свое родное. Вот вы для него будете своя родная. Это замечательно. Как будет выглядеть этот мужчина? Мужчина среднего возраста, девочки. Тут либо ему будет 35, либо ему будет 45. Вот какой-то такой возраст у него. Тут пятерочки как-то идут, пятерочки, троечка и пятерочка, понимаете? То есть вот такой вот у него будет разбег в возрасте. И мужчина этот будет старше, чем вы, но старше не намного. То есть там будет, может быть, ну, 2-3 месяца, 2-3 года. Вот такой момент. Может быть 5 максимум. Но опять же таки это какой-то крайний случай будет. Вот больше идет, как он не намного старше вас. Как он выглядит? Он будет, у него волосы на голове достаточно такие плотные, много. И вот они как-то у него, ну, вот так. Да, вот что-то вот как ежик, как это называется, бокс, полубокс, ну вот они у него вот так торчат, да. То есть не приглаженные, вот торчат они у него. Темный, либо вот темный блонд у него. Это не белый мужчина, не блондинчик. Вот знаете, бывают такие вот русые, темно-русые, да, и темные волосы, но не черные. Не черные. Это не черные. Нет, вот так торчат, и они не черные. Мужчина, глаза у него. Глаза очень такие, знаете, как с прищуром все время. Вот как будто бы он что-то думает, все время что-то обдумывает, как будто бы он там хитрит. Да? Вот какой-то хитренький у него взгляд. На самом деле у него, может быть, со зрением не все в порядке, он просто щурится. Вот такой момент может происходить. Очки он носит крайне редко, когда там что-то делает, читает, там, либо подписывает какие-то документы. Человек связан с законом. Закон, здесь просто меч вышел, да, и само правосудие вышло. Он может быть адвокатом, он может быть пристав, он может быть судья, кто угодно, понимаете, вот что-то с законом, следователь, полицейский, вот преподаватель полицейской академии, понимаете, вот форма, закон. Кстати, может быть медицинский, вот, как в армии, да, доктор, да, медицина вот армейская какая-то, что-то вот с этим связано. То есть человек, у него жесткий какой-то вот график работы, плюс он, ну, как не располагает своим временем, и он вот, ну, в рамках. И это его образ жизни. Он подчиняется какому-то закону, вот более вот как-то у него там все по закону, по распорядку. Человек неплохой, человек стабильный, он был в отношениях, он уже свободный человек. У него, конечно, хвостики прошлого есть, потому что вот здесь, вот видите, люди столпились. У него, кстати, 2-3 детей, может быть, от предыдущих браков. Либо 2-3 людей на его иждивении сидят, да, это могут быть там родственники, мамы, папы, бабушки, вот за кем-то он ухаживает, кому-то он помогает. У него есть очень хороший друг, это друг женщина, не пугайтесь, она именно друг. Вот чтобы вы там себе не подумали, это никогда не было интима и не будет, они друзья. Друзья, которые вот прям, ну они друг друга гендера не замечают, да, кто они, мужчины, женщины. То есть они вот дружат душами, понимаете, вот такая хорошая подруга. И, кстати, с этой подругой вам бы хорошо было тоже подружиться, потому что что-то вы вот не идете, что вы ее будете воспринимать как соперница. Поверьте, она с ним полжизни находится. Если бы там что было, они бы уже давно вместе были. Нету там ничего, пусто. Смотрите, с этим человеком, знакомство у вас будет в течение 2-3 месяцев. Познакомитесь вы при странных обстоятельствах, когда этот мужчина сам к вам подойдет и либо через кого-то вам помощь предложит, либо сам вам предложит помощь. То есть у вас в какой-то момент затруднение произойдет в жизни, да, какая-то вот проблемка у вас обнаружится, и этот человек будет вам помогать решить ваши проблемы. То есть, ну, покажет, что он мужчина, что он может порешать что-то, что он может для вас что-то сделать. Для него это будет очень приятно, потому что он вас заметит, он вас первый заметит, и ему прям, знаете, как его к вам поведет. Вот хочу быть с ней, хочу с ней пообщаться, хочу ей помочь. Вот что-то есть в вас для него очень родное и знакомое. Вот как хотите, вы на кого-то похожи из его родственников. Здесь именно родственники идут, там мама, бабушки, там тети, не знаю, что-то родное, близкое, и настолько его так притянет,
ценит ваша внешность, либо ваш голос, манера одеваться, не знаю, как вот двигаться. Вот он будет как зачарованный, да, зачарованный к вам тянуться и на вас смотреть. А здесь я вижу ситуацию, когда мужчина, видите, он, вот вы, да, и вот мужчина, и он вас полностью вот так вот раз и окружил нежданно-негаданно своей заботой, своей любовью. У вас два дельфина. Вот, девочки, как хотите. Вот один дельфин, вот он, видите, и второй дельфин с его стороны идет. Ваши дельфины, они с друг другом соприкасаются. Его дельфин более такой мощный, вас немножечко такой пугливый идет. То есть я вижу, что влюбленность будет с двух сторон, а вы более, ну, как положено, девочки, да, женщина более такая скромная, кокеточка, а он более такой, знаете, ну, мужик, да, мужик, он будет вас добиваться, он будет к вам подкатывать, да, но, конечно, в рамках приличия. Он приличный, он человек такой, знаете, ой, ну, сдержанный, да, сдержанный, но до поры до времени, да, он, то есть он тоже свои шансы упускать не будет. Если нравится, то прям так и скажет: ты мне нравишься. У вас идут два бокала, видите, два бокала. Здесь, ну, прям опьянение от любви. Эмоции яркие, жгучие, прям понравится. Вы как-то, знаете, вот ваши отношения, вы как-то сдержанно друг к другу будете относиться до поры до времени, а потом, как говорится, понеслась, да, понеслась. Тут какая-то прям безумная и страсть, и эмоция, и все будет. И вплоть до того, что вы можете прям все в один момент бросить в свою жизнь, да, в своей жизни, где вы находитесь, и к этому человеку, там, я не знаю, уехать, переехать, да, даже вообще ни о чем не подумав, даже мысли не возникнет, да, как я там перееду, что я буду делать, кто он, что он, я там о нем плохо знаю. И он такой, знаете, вот прям может там после там месяца знакомства сразу вам предложение сделать. Вот такой момент происходит. То есть здесь отношения очень яркие. Вот прям вас столкнут лбами высшие силы для того, чтобы вы именно почувствовали, что такое настоящая любовь, настоящие эмоции. И вот для тех, которые вот у меня тут разуверившиеся девочки, вот я прям вас вижу, которые говорят: а нет, а никогда, не для меня. Девочки, для вас. Вот самые упрямые девочки, вот вы самые первые и встретите. Так что все, буду держать за вас кулачки, чтобы все у вас получилось, и вы были в паре, в браке, в хороших, крепких отношениях. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.